Вот никаких ничего закусок, просто в конце я достал торт. Вот как я сказал, так и было. Амир Исаев показывает фотографии, которые он удалил из Фейсбука, из-за которых он стал обвиняемым в административном деле в суде. На них видно, как молодой человек с друзьями ест торт в свой день рождения в кафе, что категорически запрещает закон страны о проведении торжеств. За это он должен заплатить колоссальный штраф, который превышает его расходы на праздник в 80 раз. У нас собралось где-то 13 человек, и в общем мы заплатили 540 самов. Каждый платил сам за себя, я в этот день заплатил где-то 50 самов. И то, что с меня потом в суде потребовали 4000 самон, это как-то, я не знаю, как это назвать, это странно. Сегодня Амир Исаев подал уже вторую апелляцию в суд, чтобы, если не отменить, то хотя бы снизить сумму штрафа, ведь заплатить он все равно не может. Имущество фирмы, в которой он работал, арестовано за неуплату налогов, и у него не получается уволиться и найти другую работу. Так что уже 2 месяца молодой человек избегает судебных исполнителей. То есть, чтобы оплатить этот штраф, мне нужно где-то нелегально устроиться на работу и нарушать закон в плане того, что я не буду платить налоги, где-то нелегально должен получать зарплату, чтобы оплатить этот штраф. Адвокат Амира Исаева все же надеется полностью оправдать подзащитного в вышестоящей инстанции, ведь дело было составлено с огромным числом нарушений, которые судьи на предыдущих заседаниях признали, но не решились учесть. Об этом мы сказали суду. Суд в своем решении сказал, что да, действительно имеет место нарушение закона, но это не исключает ответственности Амира якобы. Расследованием дела Амира Исаева занималась прокуратура, в то время как за нарушением этого закона следит специально созданный государственный орган. Свидетелей обвинения нет, даже администрация ресторана выступила на суде в пользу молодого человека. Обязаны были протокол оформить сразу в тот же день обнаружения правонарушения. 17 числа выносится прокуратурой постановление о возбуждении административного дела, и только 23 числа оформляется протокол об административном нарушении. Спрашивается, как возбудили административное производство без протокола об административном правонарушении. Закон об упорядочении торжеств, традиций и обрядов был принят по инициативе президента Эмомали Рахмона с целью ограничения излишних трат граждан. Сегодня даже противники закона соглашаются, что благодаря ему кредиты в банках для проведения торжеств берут в 2 раза реже. Закон, да, действительно, экономическое положение граждан он улучшил. Не те обряды, традиции, которые не свойственны нам, таджикам, они действительно имели место, и сейчас, к счастью, они уже исключены. Жители столицы разделились в оценке произошедшего с Амиром инцидента. Молодежь категорически против таких законов и считает, что имеет право тратить свои деньги так, как захочет. Люди постарше согласны с ограничениями, но отрицательно отзываются о суммах штрафов. К данному факту я отношусь отрицательно. Почему? Потому что мы живем в демократической стране. Я думаю, такие выходки со стороны правительства неправильны. Возможно, это полезный закон, но при нашем уровне жизни, наших зарплатах и доходах такие высокие суммы неприемлемы. Закон запрещает не только дни рождения, но и корпоративные вечера, выпускные баллы в школах и ограничивает другие праздники, свадьбы, банкеты и даже похороны. В отношении бракосочетаний закон регулирует практически все. Это и количество гостей на свадьбе, которое не может превышать 150 человек, и время торжества. Праздновать можно максимум 3 часа, причем по будним дням делать это только после 6 вечера. Также ограничения касаются и количества блюд на столах, и автомобилей в кортеже. Однако даже сторонники признают закон совершенно сырым и требующим серьезных доработок. При желании его можно спокойно обойти. Скажем, в случае с днем рождения просто провести мероприятие в другой день, пригласив на него неограниченное количество людей. И тогда никто не сможет придраться. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.